Алейкум, комрады, друзья, копатели, ближайшие там родственники, соседи. Приехали мы на территорию. Вот земля, как бы стоянка цыганов. Вот моего комрада, товарищ по работе, барон цыганский, разрешил покопать здесь. Вот видите. Вот они, ихние стоянка, эти фургоны. Ну, мы копаем здесь, только подъехали. И у меня первая находочка. Застежка, ребят, ремня. Это говорит о чем? О том, что это не цыгане терялись 100%, а застежка старая. Вот. Земля не очень большая, но походим, посмотрим, покажем, что найдем. Вот такие дела. Поехали. Рада, какой-то сигнал. Будем смотреть, что... Это жетон или монетка? Это монетка. Это монета. Не золотая? Не золотая. А может жетон? Не, монета. Даже не монета и не жетон. Это что такое? По форме как монета, да? Кругляш какой-то. Какой-то кругляш. Обманный. Ажал? Не золото? Не золото, 100%. Не монета, не жетон. Ну. Это обманка. Нас подставили. Все, за нами следят. Поехали. Далее. Так, у меня снова какая-то застежка. Снова от ремня. Электросупль называется. Надпись тут написана. Вот. Кто-то, видать, потерял штанишки. Монет пока нету. Но мы ищем. Юма! Ничего? Пока ничего нету. Так, друзья, первая монета цыганская. Алам действуем, по крайней мере. Вот, первая монетка. По-моему, 20 сантимов. Ходячка? 20 сантимов. Ходячка. Вот это надо будет барону цыганскому сказать. Нашли. Золото найдем, не скажем. Монеты отдадим. Не, надо сказать. Надо сказать обязательно. Поехали. Ищем далее. Может, еще еврики потеряли. Сидит мужик на дельтаплане и написал: Лаура, Чепеме. Короче, выйди за меня замуж, написал. Ха, прикольно. И вот тоже вертолетик полетел за ним. Вот такой месседж. Новый метод руки и сердца просит. Лаура, выйди за меня замуж, написано. Лаура, выйди за него замуж, раз так просит. Так, у нас еще одна находочка. И снова. Да. 1994 года, 20 сантимов. Вот такие дела. Второй монетосик. А Лаура полетела. Далее. А машинка у меня пищит постоянно, не знаю, что, чему. От чего она. Уже на ремонт отправлял. Сказали, исправили, но она пищит. Постоянно пищит. Уже поднадоедает. Что мы нашли у барона еще? Это какая-то леска. И, короче, снаряжение для рыбалки. Одним словом. Кто-то потерял. А кто-то нашел. Такова она жизнь. Кто-то теряет, а кто-то находит. Вот. Поехали, ищем далее.
Так, друзья, новая находочка, и она у меня заныкалась вот где. Видали? По-моему, 10 сантимов. Да нет, что-то... А нет, точно 10 сантимов. Я думал, золото. Цыгане потеряли золото, думал, а нет, не теряли они. Потеряли 10 сантимов. Так, год какой. Год. Не вижу. 1900 какой-то. Ну, неважно. Главное, что мы нашли ее. Так, сейчас мы подходили к барону, показывали находку. Он говорит, да, ничего не надо мне. Я ему хотел эти 20 сантимов отдать. Вот не надо у меня их валом. Ну, раз не надо, так мы забираем. Окей, говорит. Еще предложил он комраду. А его двоюродный брат купил еще землю 2 гектара. Сказал, что спросит и покажет там, где покопать еще можно. Вот такие дела. Продолжаем. Так, снова находка. На этот раз 50 сантимов цыганского барона. Ищем. У комрада пока ничего нет. Он ищет, ходит. Монет нету. Деус рулить. Вот такие дела. Да, цыган мне рассказал про земли, как они не платят. Ни за что, говорит, мы не платим и не будем платить. Вот. Нас тут никто не тревожит. Кто, говорит, к цыгану залезет, если только мы сами к себе не залезем? Нас никто не тревожит, говорит. Вот такие дела. Окей, поехали. Ну и монета выпала. Так, 1975 года. Вот такая монеточка. Серебром. 1 франк 73 года. Вот. Ну ничего, земля цыгана. Она дала свои плоды. Нет. Урожай был здесь. Нехилый на таком кусочке. Еще не закончили, еще не вечер. Еще на поле хотим поехать после этой стоянки. Камрады, соскочили мы с земли барона. Приехали к фермеру, старому знакомому. Я уже у него 3 года как копаю. Он пашет как раз. Но, так сказать, чуть-чуть мы опоздали с комрадом. Потому что он уже начал пахать землю. Вот комрад тоже уже одну монетку нашел. Только вышли мы. И у меня вот тоже монетка. Первая. Наполеончик. Да. Точно это Наполеон. Вот первая монетка. Такое дело. Завтра сеять будет, но он еще одно поле мне подогнал. Чуть подальше. Он там виднеется. Будем завтра там. Ну и завтра, и послезавтра. Главное, что поле есть. Копать будем. А еще, если живы будем, на следующий год приедем. Обязательно до вспашки. Хорошо, поехали. Что найдем, покажем. Вторая у нас монетка здесь. Тоже битая, убитая. Колдуй. А я стал? Наполеон. Наполеон? Думаю, да. Наполеон. Точно? А нет, Наполеон. Луис. Это Луис какой-то. Луис. О, Луи. А нормально состояние? Луи. Это сторона вроде нормально. Билон олуги или серебро? Нет, это не серебро. А? Билон? Это медь.
Меди, мечери. Ой. Нормально. Круто, да, мне? Круто, круто. А тут она убитая. С этой стороны убитая, а тут хорошая. Да. Монеточек. Я же тебе говорил, в этом Куяняне. Я же находил их здесь. А волава, адита навагач. Сигнали. Такой металл глубокий, такой перебивчатый. Значит, будем копать. Я на второе поле посмотреть, как тут травка. Вполне прилично копать можно. Трава растет. И вот только вот оттуда, вот сюда перешел. И первая находка у меня бубенец для животных. Вот. Колокольчик. Такой. Дынг-дынг-дынг-дынг. Сейчас земля забит. Ну, чистый, новый, хороший. Вот такие дела. Че, поехали, ищем. Сразу монета убитая. В прух и прах, как говорится. И тут у меня куча мышей забежал. Вот этот. Я, по-моему, гнездо что-то раздавил там. Они забежали туда. Куча мышей. Маша, где твой медведь? Медведь. Медведь или ла? Маша улетела. Рады. Приехали мы с копа домой. Хочу сделать вам обзор моих находок, то что были. Так, вот это вот монетки я все нашел у цыганского барона, так сказать, на его земле. Так, это не то. Вот. Потом были поля. С поля я достал. Это какой-то ключик был, видимо, или что-то такое. Это отложим. После был. Это тоже у барона, по-моему, да? Застежка. Вот это тоже у него. После монета была. Луис. Тут Наполеончик. И здесь под вопросом штучка. Вот. Старые деньги или что-то. Или пломба какая-то. А вот это действительно пломба. Вот монетка. 1 франк 75-го года. И здесь такая интересная находочка. Но я не знаю, что это. Так, а этот колокольчик я оставил в машине, видимо. Вот такие находки. Не густо и не пусто. Ну, надеюсь, сегодня-завтра поеду снова, буду там копать. И будут новые находки у нас. Ну, на этом все, короче. Это так для завершения видео, чтобы было ясно, что нашел. Вот еще что-то интересное покажем, конечно. Всем счастливо, удачи. И подписываемся на канал, конечно.